Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Айкути-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Семен Тарбахов, как обычно, со мной. Семен, приветствую. Здравствуй. И к нам сегодня в гости пришла моя коллега, журналист, автор и ведущая проекта «Мама» на телеканале Айкути-24 Светлана Трофимова. Светлана, приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Да. Светлана. Здравствуйте, Семен. Спасибо, что приняли наше приглашение Да, с прийти удовольствием. к нам на передачу. И учитывая, что у нас кулинарный концепт, с чем вы к нам сегодня пожаловались, что будем готовить? Да, я исходила из того, что название этого ресторана Red and Green. И первая мысль, которая мне пришла в голову, это сделать блюдо что-то красное и что-то зеленое. Так. Я не знаю, по какому принципу создавалось название этого ресторана, Мгм. по интерьеру или еще почему-то. Мне вот такая мысль пришла. Поэтому все, что здесь красное, идет в салат, кроме клубники, Мгм. а все, что зеленое, практически идет в другое блюдо. Мгм. Такая болтушка яичная, это может быть и завтраком, это может быть и легким ужином. Ну, вот такое нейтральное блюдо подобрала. Ну, то есть будет два разных блюда. Да, и третье будет еще десерт И три. с еще, клубничкой. Даже три. Да, Ну, это успеем? обязательно. Ну, надеюсь, все очень легко готовится. Я не заморачивалась со сложностями, поэтому думаю, все будет Ну, быстро. все-таки три блюда это три блюда, да. Некоторые один не успевают Да. приготовить. Ну, у меня 6 рук сегодня, нет? Да. Если что, к вашим услугам мой постоянный Да? соведущий Семен Тарбахов, я Хорошо. буду задавать вопросы. Если что, Отлично. нужно мне тоже помогать. Хорошо, давайте приступаем. С Ага. чего начинаем? Ну, Что будем первым? Обычно начинается с горячего, а пока оно жарится, мы там что-то делаем, да? Поэтому лук, чеснок на жареху. Мгм, порезать Да, надо. порезать. Кто Так. смелый из вас? Давайте Семен, он я быстренько это красавчиком. все сделаю. И он тем более покажет, Это как это. не все, может половинку, Да. потому что красный лучок еще нам надо Мгм. на салатик. Ну, то есть что-то Ага. нужно будет И поджарить, да? чесночок тоже, Семен? Давайте. Да? Ничего, да? Вообще, вот я люблю запах чеснока с луком жареный. Можно включать, пусть разогревается с маслом. Ну, это да? очень быстро будет. Он на третьем месте у меня по запахам. Первый это запах ребенка, второй это какие-нибудь духи, и третий лук с чесноком. Лук с чесноком. Именно жареный. Именно жареные. Сейчас Да. такие ароматы пойдут. Да, судя по всему, как вы Масло. так смачно рассказываете, вы очень любите готовить. Ну, очень не очень. Ну, Дело в том, что у женщины как? Это мужчины любят готовить, потому что А, они делают а это у крайне женщины- редко. да, а у женщин же это женщинам некуда повседневка, да, некуда. И это вот все, как сказать, бытовуха, она Да-да-да. всю романтику-то и портит. но готовить все вчера равно у меня, надо. например, было Как говорится, любовь настроение. приходит и хуй, так хочется всегда. Да. Да. Вчера у меня было такое восточное настроение. Сегодня оно, кстати, присутствует, потому что вот у меня будут японские или китайские грибочки, эноки. Да. Это грибы, да? Китайские? Ну, можно сказать, азиатский. Азиатские, да. А я думал, вот зачем вы взяли сирпультенку? А шутка. Вот. И вчера у меня были вот эти японские пельмешки, гёдзе, тоже с овощным салатиком. Но это вот по настроению. Мгм. Ага. Есть любимое блюдо у вас? Да. Любимое? Любимое. Ну, вообще вот эти вот категории любимый, самый лучший, это не про меня. Ну, это от чего са- вы не отказались? От чего бы не отказалась, тоже сложно. Я Да. ем все, кроме субпродуктов. Мгм. Да. А в праздничные дни вы готовите дома? Конечно. Есть коронное обязательно. блюдо у вас какое-нибудь? Корона? Нет, оно каждый раз разное. Да? Мгм. Смотря от ситуации. Ну, Или тематики вечера? Нет, тематики я тоже не цепляюсь. Да. По настроению. Так, а что я стою? Мы же делаем салат еще параллельно. Да, я Для вот этого- стесняюсь, но, скорее всего, спрошу. Как нужно... У нас вот впервые газовая плитка сегодня, Да. потому что у нас индукционка дает помехи, и мы взяли газовую плиту. Я не знаю, как сильно нужно ставить огонь. Ну, средненький. Средненький? А я даже не знаю, где тут средненький. Ну ладно. Хотя Тогда у нас будет ускоренный режим. Так, вам Да. как Ну, мне нужно? кажется, масло уже Без разницы. Полукольцами давайте. вовсе уже это. Какие острые ножи здесь, Да? Семен. Это вам плюс, да? Как говорится, Ну, в вы еще- ресторане не может же быть тупых ножей. Когда острый нож готовится прямо одно удовольствие. Да. Соглашусь, Хозяйки да. меня тоже поймут, наверное. Те, которые часто готовят, когда, да. Даже песни же есть. Плохо, когда в дома не наточены ножи. Что-то такое было, да. Итак, Светлана, всегда первый вопрос, который я всегда своим гостям задаю. Расскажите немножко о себе. Рубрику «Шутя» мы называем
как я дошла до жизни такой. Да, рубрика еще есть тут, да? Да, вот Да. первая рубрика. Да, Ага. приступаем. Да. А ну что о себе? Когда родилась, Да, где когда выросла? родилась, откуда, вкратце, да, и почему вы сейчас работаете на телевидении? Ага. Ну, выросла я в Хангаласском районе, поселок Покровск. Мгм. Вот мисочку мне надо. Поселок городского типа, это сейчас он город. Который потом стал городом. Да. Ну, там, собственно, школу закончила. Мгм. Нас в семье трое, брат, я, сестра. Вот, родители. Папа инженер, мама в сфере торговли всю жизнь работала. Никогда не мечтала о журналистике. Я, собственно, там и не училась. У меня все методом практики. Мгм. Мгм. А так я учитель английского языка по образованию. А, ну то есть после школы пошли на ФИА. Да, факультет иностранных языков закончила. Но в школе проработала 1,5 года всего лишь. Потому что потом я ушла в декрет и туда уже не вернулась. Телевидение. Так, ну тоже все случайно, как происходит это в жизни. Подружка пришла, говорит, давай, ты же всегда вроде как хотела. Я такая, да? И вдруг... А когда я хотел это? Ну, не то чтобы когда, да, просто это же как-то в мысли среди подружек говоришь, какие-то мечтания, а потом про них забываешь, опять та же бытовуха, а она приходит и говорит, нельзя бросать свои мечты, давай. И меня сразу потащило. Вот в этот же день, как пришла ко мне в гости, так сразу и потащила. Какой-то кастинг где-то был. Я туда благополучно не прошла, а вертушка-то вот эта закрутилась, и я пришла на НВК. М. А там оценили мои возможности. Ага. Вот, и все. И больше я оттуда не уходила. А это какой год был? Как давно это было? Так, моему сыну было годика 1,5, сейчас ему 23. Ну, это 22, Больше 20 лет ну, 20 уже лет назад, да, с На копейками. телевидении. На телевидении. Мгм. Ага. И чем вы занимались сразу? Ну вот, что удивительно, я была тогда как бы вся в ребенке, как-то тема детства и материнства меня очень увлекала, и поэтому проект у меня был тоже вот связан с родительством. «Тук-тук» — это я называлась. Это как бы достучаться до родителей. Посмотри на меня, мама, папа. И все, там недолго. Потом меня пригласили на прямые эфиры в утреннюю программу «Новый день». И где нас мусор? И Помните всё. самый свой первый прямой эфир? Ну да, И помню. сильно Это волновались? ощущение, да, это Да, это ощущение. же вообще от- непередаваемое, мне кажется, ощущение. Да, еще тем более ты никогда... То есть я пришла же с улицы, и как бы там Практически. меньше года поработала всего лишь. Ага, То есть ага. даже особо-то и не погрузилась в тему. А тут раз, и сразу в прямой эфир. Я всегда это состояние называю открытый космос. Да, как будто, да, Да. впервые Тут же все выпустили. темно-темно, вот как сейчас Да. я никого не вижу, Да. а тут много людей сидит. Непонятно, что делать, что да, говорить. да. Да? Ну, как бы вот шпаргалка типа и вашей. Было что-то, Да. и все. Микрофонная папка и пошли, да? Да. А, вот мне Семен приносит что-то. Так, ну мы режем все красные продукты, да? Давайте Чесночок еще, да, у нас? Да. Ага, Еще чесночок нужно, надо. да? А, нет, Я добавила. я все, молодец. Все так быстренько, Хорошо. оперативно. Семен, я... я- забыла, что у меня 6 рук. Семен, я спрошу, это нормально же, да, огонь, по-моему? Или Можно чуть меньше сделать. еще меньше, да, Да. сделать? И Потому для что, вкуса да. давайте добавим чуть-чуть сахара. Ну, чтобы Для- пошла дальнейшая Да, я карамелизация. слышала, что такое делается, но в этом блюде я не пробовала. А я должен все время помешивать, да, Семен? Да. Да. Хорошо. Так, или чем? Что мы сейчас должны делать? Все, сейчас чуть-чуть и закидаем фасольку. Так, красные продукты. Значит, переходим к рыбным палочкам. Рыбные, это же не крабовые, да, Семен? Ну, да. по Да, сути, я, так. конечно, не рекомендую. Да, я вообще раз в году это делаю. И то по настоятельной просьбе своей дочери. Она любит крабовый салат. Но поскольку я крабов настоящих сложно найти, Мгм. а вот этот, ну, один раз в году можно. Так. Сюда еще, знаете, что Семен надо будет? Красный лучок. Видите, сколько? Мгм. У нас все оттенки красного. Бордовый, розовый, коралловый.
Какой еще цвет? Мальчики не разбираются в цветах. Ну, мужчины, как правило, дальтоники, да, но я слышал в последнее время, что еда должна быть как светофор. Даже? Светофор. Да, ну, зеленая, Ну, красная. Ну, у Семен, нас вот почти тоже, примерно так. Да, желтая. Цветовая чтобы- палитра должна присутствовать. Цветовая палитра, да, и это неспроста природа их окрашивает в такой цвет, что чем больше ты разноцветного кушаешь, ну, якобы это Да. входит... Давайте уже закидаем фасольку. Вот это, фасоль Ага. замороженная, Уже да? и много не будем делать. Хватит, да? Да, замороженную. Ну, конечно, в идеале все свеженькое. Но учитывая то, что мы в Якутии, Да. пойдет и Ну, на такая. самом деле, польза от замороженных продуктов, она ничуть не меньше. Так. Эноки готовится очень быстро. По-моему, огонь побольше надо сейчас уже сделать. В принципе, его не режут, а вот на волокна. Да. Нужно, как вы достаете, получается, из торговой тары, его промыть и срезать так называемую, Корешки? да. Мгм. Ну, мы это уже Ну, это я предварительно сделали. телезрители, кто не знает. Это вот грибы вот такие, да? Да. Ну, Да. это я их видел где-то в поездках, видимо. Но Да. специальным образом я их в Якутске, по-моему, даже не Они видел. продаются в овощных ларьках. Ну, я и говорю, что я как-то специальным образом не Они сейчас набирают большую популярность, потому что готовятся очень быстро, легко. потому что быстро. И, в принципе, он хранится в холодильнике там спокойно 5 дней. И вкус очень необычный, между прочим. Ну, Главное их не передержать, и- потому что они станут резиной. И, видимо, они полезны. Ну, Или вкусные просто. грибы, они же тоже любые. Я такой грибник, еще тот, ну, А, такой. соль, собирать перец. все любите. Да, да, обязательно. Сюда, да? Очень люблю. Сколько? Все грибное. Это я должна у вас спрашивать, Да? сколько на самом деле. Я все делаю на глаз. Ну, хорошо. Так, что мне еще нужно делать? А, грибы, да? Грибы, я не думаю, что они полезны. Настолько, вот, чтобы их можно было ежедневно употреблять. Это все-таки блюда деликатесные. Их нужно дозированно есть. Мгм. Ну, говорят, что там есть белок, конечно, побольше, чем в мясе. Но я знаю, что для пищеварения это тяжеловатый продукт. Грибы Поэтому вообще все тяжелые. лучше все делать в Так, меру. потом, Давайте, затем давайте еще лучком. мы это добавляем. Это все в зеленое блюдо у нас Хорошо. пойдет. Сначала все зеленое, да? Ну, вообще зеленое. Вообще все зеленое. В этом блюде у нас будет все Слушай, зеленое. Светлана, прозвучало слово «полезное». Как вы относитесь к тому, что сейчас у всех на устах ПП, ПП, супер ПП? Да. Как сильно вы заморачиваетесь, скажем так? Не сильно, но меня жизнь заставила. В каком смысле? Да, у меня все дети спортсмены, Так. и там ну, достаточно хорошие результаты показывали, а как вам известно, в спорте там всегда следят за весом. Не сколько сами дети, а их тренеры. Ну, то Наши есть тренеры держали. Есть какие-то рекомендации, что Да, ребенку да, давать да, да, и да. прочее? Да, Например, у режим? старшего сына было тэквондо, и он постоянно вес держал. Мгм. Ну, второй, он, конечно, потом бросил спорт, и в футболе это не так строго, но поскольку он жил в среде, где все было под контролем, Ну, спортивная. поэтому уже вынуждена, да? Ну и самая выдающаяся у нас спортсменка – это дочка, там художественная гимнастика, поэтому Ну, там вообще все строго. Мгм. Если тренер на перекусах увидит, что они где-то там Не дай бог, сели, фастфуд и все прочее, да, колу. булочка, вот все. Сразу звонят родителям, О, там, даже вот да так. что вы такое себе позволяете. Ну, все, Всё хорошее. серьезно. Почему, да? почему не следите Да, и все да, да, прочее, да, да? да, да. Но детям же все равно соблазн, Да. хочется не лишний Да. раз чипсы, колу, да? Знаете, что, Семен, я попрошу? Мне нужна посуда, вот, чтобы взболтать яйца. А вот же, Да. давайте здесь. Сюда скорлупу. Давайте. Это все для горячего блюда нам понадобится. Яйца, да? Ага. Взболтаем с майонезом. Молоко, да? Нет, С с майонезом. Майонез. По рецепту майонез. Но на самом деле его можно Так, туда я и понял, не вы класть. разбили 3 яйца и Да. Может, добавим четвертое или вам Да? нужно? Ну, давайте. Нет, не 4? нужно. 4? Да. Давайте 4. Сколько добавить? Давайте еще чуть-чуть. Хороший. Вот Так. вам меньше. Его сильно солить, наверное, не надо, потому что майонез, там уже сами поглядите на вкус. Вот пока сейчас дожаривается, мы добавим Ага. перчик.
для вкуса. Перцы. Ну вот вы поняли, да, как примерно мы питаемся? Ну, не совсем, но Ну, то есть это вынужденная мера. Кое-какой диеты вы придерживаетесь, да, получается? Ну, это не совсем диета, а просто какой-то... умеренность некая. Да. Ну и потом генетика. Все-таки мама с папой, они у меня тоже стройные. Мгм. Это Красивые. тоже очень немаловажно. Да. Я, например, вообще все ем, но вот почему-то вот такой. Какой Ну, вот какой-то вот такой. стройный. Какой-то вот такой, да. Часто спрашивают, что я ем, что я ем. У меня Как? брат с сестрой тоже все Да, худые. почему ты худой, раз уж ты повар? Я говорю, я не повар, я ведущий кулинарного проекта. Да, спрашивают. Большая Это две разница. разные вещи. А? Это две разные Это две разные Большая вещи. Повар разница. говорил, вот Тарбаха. Да. Так, И мы давайте. добавляем, да? Да, зеленушку же сильно много и не надо Жарить. жарить. Да. Ну и все. И заливаем. Так. В идеале, может, крышечка, но не принципиально. Типа потушить, да? Да, Ага. как-то вот. И сейчас уже не надо мешать. Можно на маленький огонь поставить. Петр. Так. На самый маленький. И все? Да. Ну вот можно разровнять чуть-чуть, да? Ну, вот так, да? Я, в принципе, на этой стадии уже и ноги закидываю. Ну вот что скажет Семен? Ну, можно. Потому что он же не... Они Ой, готовятся очень да. быстро. Ну, окей. Особо любители, грубо говоря, обдают кипятком. И на этом все. Ага. Ну, окей. Обдают и потом просто... По идее, сюда можно Ну и еще... потом маринуют, например. Могут каким-то маринадом залить. Что так Соусом. зеленые, зеленые, зеленые. Да, ну я же ноги. сразу сказала, у меня Да, зеленые, зеленые, вот, зеленые, Red and Green. зеленые, зеленые. Даже не знаю, как это блюдо назвать. Я уже как получится. Я не знаю тоже Даже какая-то название. такая запеканка. Может послужить Воскресный место... завтрак это вообще Завтрак. идеально. Это больше завтрак, похоже, да? Но я знаю, что и омлеты на ужин тоже готовят. Ну, это те, кто ПП придерживается и прочих, да? Потому что там тоже белок, и мясо уже не нужно. Да, мне как-то больше мяса хочется, конечно. Так. Ну ладно. Ну, вот не того гостя позвали. Нет, я ничего не говорю про ваше блюдо, потому что гости разные нужны, гости Нам разные нужно важны. теперь заправку. Она тоже такая, ну, обычная, Это, да. но, да, зерновушка и растительное масло. Так, огонь. Сколько добавляете? Вообще есть у Все нас? на глаз, достаточно. Мгм. А, у нас огонь потух. На очень маленький огонь, да? Да, Вот так. вот если под крышкой, так вообще самый минимальный. Ладно, пусть стоит. Можно распределить? Зачем? Так, масло же налили, все. Мешаем, и больше нам Это уже ничего не салат идет. понадобится. Мгм. Вообще этот салат можно сделать и с майонезом, но мы же Это... ППшники. Да, ППшники. Добавили горчичку, да, зернистую? Да, горчичку для пикантности и растительное масло. Я вот удивляюсь, моя дочка, вот это уже, знаете, дело привычки, они же с 6 лет в спорте все. Мгм. И я говорю, давай мы, вот по-русски говоря, мазика бабахнем. Да. Она говорит, ты что, ну как это возможно, он же невкусный, даже не сколько, что ей Вроде как нельзя. да, нельзя, а уже вот вырабатываются, оказывается, с детства какие-то привычки. И вот действительно, мы порой учимся у своих детей. Да, а как так получилось, что вы все дети в спорте? Вы сами тоже в спорте? Вот у меня дочка в художественной гимнастике, в бальных танцах, это тоже. Да, ну... До 10 вечера мы ребенка не видим дома вообще с 8 Дисциплина утра. Это жесткая. жесткая дисциплина, жесткий контроль До над 10 самим. вечера? До 10 вечера. С утра? Практически ежедневно. С С утра. утра. Да. Сначала учеба. Да, поэтому проект «Мама», Вот, кстати, мы до него обязательно дойдем, да. О чем этот если проект? говорить о себе как о маме, то видите, какая я жестокая. Я гоняю своих Ты вот детей. выключил, да? Это вот Макс. Вот глянь, Ой, глянь. вы выключили. А вот это выключил. Не, можно выключить, пусть стоит на своем тепле дойдет. Да, можно. Да? Сковородка, да, она плотная, она тепло взяла. Она почти как чугунная. Да. Почти Ага, она идеальная. тяжелая, я вот вижу. Хорошо. Так, Итак, проект у «Мама». нас же все... Так, мама, да, значит, я жестокая мама. Так. Всех Сначала как о себе, а как о дрессирую. маме? Да, Так, ага. дрессировка. Но изначально я такой не была. Я как-то жила в таком мире, что нужно детей воспитывать по принципу 18-19 века.
чтобы была музыка, чтобы был спорт, какое-то гармоничное воспитание. Но у меня это все ушло Бальные в 20 танцы, век. фехтование. Ну, практически. Они поэтому все у меня музыканты. Так. И закончили музыкальную школу. Ну, вот последняя заканчивает нынче. Дома, наверное, литературное чтение, да? Да, проводите? все. Ага. Нет, я не провожу. Но у нас был раньше сосед Аяла Мосов, артист. Ага. Он сейчас просто переехал. Но вот когда они жили с нами по соседству, у нас были творческие вечера. Аялу передаю большой привет. Очень скучаем, очень любим эту семью. Вот тогда у нас царил такая атмосфера театрально-музыкальная. Он тоже играет на фортепиано, на гитаре. У меня муж на гитаре играет, дети все владеют инструментами музыкальными. Поэтому такое музыкальное училище у нас дома. Музыка звучит всегда. Вот. Это вот говоря про воспитание. И спорт обязательно должен быть. Ну да. Ну, я сама тоже, конечно, в детстве танцевала, в музыкалку ходила, но все это было как-то вот брошено. И зная по себе, что так не должно быть, сразу детям сказала, никто не бросает, идем до конца. Они, мамочки не противоречили. Да, а вы детей сознательно отдавали вот Да. куда-то, либо куда-то Да. толкали, либо дети уже сами изъявляли? Как это Не, было? я Ну, же потому что- отдавала их в бессознательном возрасте. Мгм. Все претензии были потом, Мгм, а бросать-то уже нельзя. А, ну, Ну, как то есть бы, в да. 6-7 лет Уже идешь, на там рельсы тебя... стали уже всё. да. А, ну да, Они да. же, я говорю, хочешь на фортепиано? Говорит, да, это же так красиво. Сначала на Они же собственном не пони- примере, тем Да, более, что да. Ну, потому я, что я выучила фортепиано. дети же, как правило, родителей копируют. То, что Да. как родители делают. Когда они- старший пошел в музыкалку, я вынуждена тоже освоила этот инструмент, потому что он ходил в музыкальную школу при музыкальном колледже. Там тоже такая методика преподавания, что родители должны погружаться в музыку с детьми, чтобы это все было как-то вот налегке. Мгм. Мгм. Ну, короче, вот сложный процесс. Короче, был. как-то так, да, да. И переходя К маме проекта. к маме проекта, нынешний Тоже проект. случайно, Когда он родился? благодаря АСНу Сергеевичу Николаеву, который объявил Год матери. И тут же пришла идея, ну давайте, Так. ну и все. Мгм. Год матери был 3 года назад, вот этот И третий, три года существует. четвертый год Ну, тогда был? Третий. полных 3. Да. Полных 3, да. Ага. Ну, как и наш проект. Наш проект Да? уже третий год, да, Мгм. идет. Да, и о чем больше? чём? Да. Изначально концепция была такая, что мы берем известную персону с его мамой. Это Мгм. может быть кто угодно, политик, музыкант, артист, хоть кто, но известный. Мгм. Но жизнь, она же вот так вот сама тебя выворачивает, Часто. да, на русло. Я сама не ожидала, что так будет, что люди стали звонить и напрашиваться, в хорошем смысле. Мгм. А можно к вам попасть? Это простые люди. Мгм. И, конечно, можно. Почему нет? Ну, то есть, как и в нашем проекте, важна история Да, да. семьи. Да. А историй таких удивительных очень много. Я вообще очень удивилась, что, оказывается, у нас столько много людей, которые воспитывались не в своих семьях. И мои передачи об этом рассказывают. Тоже. Да. Мгм. Есть и приемные, и Ну. брошен. Ну, всякие. Жизнь удивительная Мгм. штука. Вот смотрите, я как родитель, да, ну вот скажу за себя, мы все хотим в своих детях увидеть наше продолжение, чего мы не смогли добиться, чего мы хотели бы, чтобы дети наши, ну, по нашему пониманию, Мгм. им было бы лучше. Мы же хотим детям все лучшее отдать, да, и поэтому в каком-то своем ключе стараемся своих детей воспитывать. Вы вот какой сторонник воспитания вообще детей? Что вы хотите, чтобы в первую очередь ваши дети Ну, кнут и получали? пряник – это Ну то есть это классика жанра. Я подкуп и шантаж. То есть Ну, два вида воздействия только. что-то в этом роде. Так. Но все это, конечно, вот так вот в хорошем смысле. Ага. На самом деле дети мне потом говорят, что спасибо, мамочка, ты самая лучшая, ты все сделала правильно. А правильно или неправильно покажет время же. Ну, И- история не и- знает сослагательного ну, наклонения, вот как говорится. да. поэтому, Ага. когда они станут родителями, тогда, наверное, можно будет говорить о том, что как я правильно воспитывала или неправильно. Мгм. Ну, мне кажется, я иду в правильном направлении, потому что дети мои. А есть специальные Хорошие. какие-то эти, которые вот обязательно, чтобы вы, ваши дети, вот такое? Ну вот Как- обязательно я говорю, музыка, спорт, школа – это вот неделимо. Мгм. Это прямо вот правило, которое вот, ну никак.
Мгм. Прямо вот кровь из носу, Чтобы было. корочку музыкальную принесешь, и спорт мне вот добьешься. Даже если не результатов, но ты должен посещать. Что-то, да? Да. А, Это да. вот такой вот у меня вот бзик мой. Ну, если дети с этим согласны и сейчас говорят спасибо, мама, это тоже круто. Да. Я еще, правда, не дождалась спасибо по поводу музыкальной школы Пока. пока что. Так, ну все впереди. Но я надеюсь, скажет. Надеюсь. Потому что они увидят передачу и так, да, мы ошиблись. Да, что-то мы не договорили. Да. О чем-то куда-то Это был намек. Да. Да. Теперь они уже не знаю, прямой намек получили. я судила по своему детству, потому что я была тоже загружена. Да. Школа, Нет, ну у нас там советских вот, детей да. было вот так. Ну вот это, Я шаг как-то налево, села, шаг посчитала, направо. у меня было 8 кружков. у нас не спрашивали. А у меня как бы так, я сама все делала. Не, ну а принимала сейчас решения. другие вроде как бы методы воспитания, что детям надо больше давать свободы, Свободы. чтобы их реализоваться. Но с другой стороны, если детей не подталкивать и не Да. показывать, насколько музыка или спорт это круто, то они как бы будут сидеть за компьютером. Дело в том, что когда Да, я вот. снимала Или как? передачи про музыкантов, Ага. вот у меня полфилармонии мои герои, там еще кто-то, да, дирижеры известные, композитор, музыканты. Что удивительно, они все говорили, мы ненавидели в детстве музыку. М, Да, я просто имен не хочу называть Так, ну, этих известных людей. ага. Но все без исключения, они страдали. Но потом в каком-то моменте происходит щелчок, и они понимают, как здорово, моё. что да, это их, и здорово, что они все-таки добились этого. Я вот этого ощущения ожидала от своих детей, но нет, значит нет, идем по другому пути. Ну да, ну действительно, мы как человеческие особи часто не знаем, Да, что да, мы на самом деле да. хотим. Я же тоже Это ж не так. знала, чем я буду заниматься. Я вообще поступала не туда, куда, в принципе, Фия. сердце меня звало. Ага. Не туда. Светлана, такой вопрос. Я как телеведущий, ну, для меня это хобби. Вы-то в 20 лет, это большой опыт, профессионализм и все прочее. Где берете темы, где черпаете вдохновение? Ну, Я иногда я к тому, что я иногда бывает даже не знаю, о чем разговаривать, что задавать. Вы же сейчас по другую сторону баррикад, у вас задают да, вопросы, поэтому да. я спрашиваю. Я вот эту вопросы. сторону баррикады не очень люблю. По натуре, наоборот, да? я по натуре очень закрытый человек. И когда пришла на телевидение, я просто ломала себя, потому что нужно подходить к незнакомым людям. Но Там открываться, даже на улице просто опрос брать, выводить когда- на разговор. Да, это Так. тяжело, это на самом деле целое искусство, кому-то дано, кому-то нет. Мгм. Но когда у тебя есть цель, Мгм. то ты идешь, наступаешь на себя, на Мгм. свои принципы, на свое стеснение и вычищаешь это напрочь. Ну, тоже далось не сразу. Как-то вырабатываешь в себе это со временем. Потом смотришь же на экран, тут надо было так, здесь. Ну, работаешь над собой. Анализ, то есть, Да, да? не ну, сколько то есть- внешне, сколько вот так надо было спросить, тут надо было сказать. Вот. А потом очень большой толчок нам, журналистам, дают различные выезды на фестивали, на мастер-классы. Я обязательно участвую. Обязательно, каждый год я выезжаю, спасибо нашему начальству, они меня поддерживают. Но если это не просто моя хотелка выехать туда, Ну я да, но немножко нет. хитрю, я отправляю работу на какой-нибудь конкурс, Ага. обязательно там либо выигрываю, либо Или выхожу в что-то. финал, Ага. и нас приглашают, финалистов. Да. И вот я каждый год под Мгм. флагом финалиста и выезжаю. И эти мастер-классы и эти общения, это с другими журналистами из других регионов России, бывают и международные у нас Ну, встречи, это бесподобный ну да, опыт. И когда толчок. вот мне нравится, когда вот вывешивается экран, сажают всех телевизионщиков, там по категориям радиошники отдельно, Да-да-да, интернетчики само отдельно, собой, вот. да. И вот мы сидим, и кто хочет, вот судья, этот жюри, член жюри, говорит, кто хочет, чтобы мы перелопатили всю передачу на глазах у всех, такая тишина, но находятся смельчаки, которые говорят, да, Да, давайте. давайте мою. И включается, да, и Ага. по косточкам, вот от первой секунды и до последней, это взрыв мозга. Ага. И потом, значит, высказывается мнение всех телевизионщиков, кто посмотрел, потом высказывается мнение членов жюри, они все опытные телевизионщики из разных каналов, Экспертов. да, экспертов, Да. и спрашивают потом, а как можно было сделать лучше? И вот этот анализ раз в год, когда я прохожу, он дает
тебе такие вещи для размышления, ты приходишь и уже вот эти все фишки стараешься нарабатывать в То своих есть фильмах. часто же даже зависит от того, как правильно построить фразу, правильно построить вопрос. Так? Да. Есть какие-то передачи, которые вы смотрите? Ну, я люблю... Если попадаете, вдруг включили телевизор, идет что-то и... Ну да, такие, знаете, я люблю детективы. Я с детства читаю детективы. У меня мама такая, и она на раз-два расщелкивает все преступления. Мгм. Ну, короче, там, где есть детектив, это вот моя. Ну, то есть вы любите, когда вот какие-то некие логические Да, цепочки, да, запутанные истории, и либо вам важно знать, чем все закончится? Ну, важно, конечно, важно. Да. Но у меня интуиция тоже хорошо работает. Это бывает же в интернете тесты найдите из этих 5, допустим, преступника, да, кто и там убийца? милашка, и реальное какое-то безобразное лицо, и вот я сразу, вот он преступник. А, вот так, У да. меня То есть- есть это. Да, то есть можно сказать, что вы неплохой психолог. Да, без ложной скромности. могу Не, ну сказать. потому что, Я могу вас просканировать и сказать, Да, какой вот вы. посмотреть человека, да. Мгм. А, да? Да. Вот расскажите тогда лучше про Семена. Так, Семен хороший, потому что у меня муж по имени Семен. А. А все Семены. они значит, у такие. меня иммунитет. И у тебя иммунитет, да? Так, давайте Да, приступать давай, дальше. Приступим. Мы слишком много разговариваем, да? Продолжим, да. Да. Третье блюдо у нас. Третье блюдо это, Что это будет? Очень вкусно, опять же ППшно и очень быстро. И красное. Берем обычную. Чистенький. Да, обычная клубничка. Но на Замороженная. любая, какая есть. Мы же живем в Якутии, у нас нет свежей клубники сейчас, правильно? Мгм. Ну, А так- она была замороженная недавно. Она, да, была. Любая ягода, абсолютно. Можно делать микс. Давайте еще. Брусника, Я- смородина. Все, что угодно. Я делаю из всего, что под рукой. Сахар. Немножко сахара. Так. Тоже, знаете, на любителя. Можно вообще его не использовать. Может быть, просто ванильки. Можно подслестить. или- Да, что-то Не, такое. ну если у нас ягоды очень такие кислые, как брусника, Да, с кислинкой, да, конечно. можно чуть больше сахара добавить. И Клубника молоко. там вот немножко. Молоко совсем капелька, потому что, ну, кому какая консистенция нравится. Да. Можно сделать вообще коктейль, понятно, да? Молочный. Молочный, обычный. Банана тогда добавить можно будет. Еще что-то. И блендер попробуем. Блендер это мое все. Вот я же сказала, что я люблю грибы. Я вот и грибную икру делаю блендером, и грибные супчики, пюрешки. Да. Все. Пока дети играют на музыкальных инструментах, и чтобы не слышать эту какофонию, я включаю блендер. Обычно. Так. Вот это облизывать блендер. У кого так бывает? Ну, я обычно люблю, но Да. сейчас В не детстве буду. делала я, но сейчас делает дочка Я моя. люблю керчах облизывать. Я попробую. Как и должно было быть. Это божественно. Я люблю эту консистенцию, вот, чтобы не... Ну да, в принципе, если все хорошо, мы можем уже накладывать наши блюда. Да, сервировать, скажем так. Да, сервировать. Можно тогда тарелки. Это вы, может, сделаете, да? Ну, я положу салат, Петр положит Давайте. болтунью. А я Вы тогда... можете все, я десерт. тогда десерт. Что нужно делать? Вам нужно красиво лопаточкой вот на блюдо выложить Всю. мой омлетик. О, какой На хороший. самом деле, да? Там не все, частями. Не, ну частями? красиво же будет. Да? Ну ладно. Обычно еще я делаю сыр. Поздно? Вот. Красиво же, как пицца. О, на. Я готов. Как пицца, и кусками порезать можно. Ну, вроде все красивенько. Зеленая горячая. Реально у нас red and green. Ну, я вот, видите, творчество проявила. На мастер-классы не зря езжу. По-моему, в первый раз у нас реально по цветам. Да, Семен? Да. Что-то не помню такого. Можно. Давайте вот так положим. Теперь можно... Расставим, Да. да. Давайте.
И это порезать, да? Я вообще люблю зеленушку в больших количествах. Это клетчатка. Ну, опять же, говоря АПП. АПП, да. Да. Дело в том, что еще вот даже желательно, если готовится мясо, то лучше к нему уже гарнир и не готовить. Лучше закидать побольше овощей. Мгм. И тогда будет сбалансировано, без лишних затрат, трат, времени и полезненько. Ну, на самом деле, я бы еще, конечно, сыра бабахнула. Ну да, Да. не спорю. Ну тут уже как будто сыр есть. Ну это вот Это да, эноки эти дает грибы, эффект? они вот так тянутся Мгм. и яичницей. Ну все, настало время пробовать. Да, самое любимое время Я боюсь передачи. эксперта Семена, Не, хотя он муж скажет? у меня не привереда, он ест все, что я приготовлю. Ага. Ну И что, друзья, всегда приятного вкусно. аппетита. Мгм. Давайте пробовать. Тут эноки бы разрезать ножичком, конечно. хорошо. Если бы не сказали, что это грибы, я бы даже и не подумал, что это грибы. Да? А на что Да. похоже? Ну, я даже не знаю, даже на что. На что это похоже? Я хочу скоро попробовать рецепт вот этой эноки, вот эту всю охапку, оказывается, Семен, Мгм. заворачивают в бекон и жарят. Да. Это божественно, говорят. Ну, я уже представляю вкус. Светлана, у меня такой вопрос. Нам, простым смертным, конечно, не дано заглядывать в будущее, да? Но вы можете прогнозировать так, что будет с телевидением, и видите ли вы себя, ну, кем вы вообще видите, лет через 5, через 10? Через 5, через 10 я еще на телевидении. А вот когда я совсем уже буду непрезентабельна, Так, я хочу попробовать себя на радио. мгм, голосом. Голос, надеюсь, не постареет. Ну да. К тому Нет, ну а времени. что вы думаете, что будет в телевидении? Да все Раньше то же же, самое. вот, Нет, помните, нет. Москва слезам не верит, скоро будет одно сплошное телевидение. Ну, да? оно так и случилось же. Но Да, оно так и немножко случилось. трансформировалось и перешло в соцсети, но принцип-то тот же. Мгм. Абсолютно. Ну, Поэтому то он есть будет все равно всегда. видеоконтент, он будет присутствовать. Обязательно. Да. Всегда. И еще один вопрос. Мы все о работе, работе, работе. А как вы отдыхаете, кстати? Я отдыхаю. В народе это скажут по-бабушкински. А есть варианты? По-бабушкински? В работе, что ли? Нет. Бабушки же все Совсем время... по-бабушкински. они суетятся, Бабушкинский, бабушкинский. Вязание. Вязание. Да. Надо же, угадал. Это мое все. Вот по-бабушкински это про меня. Я могу вязать с утра до ночи. И ничто, это вот выходной, это я вот с утра и прям вот до вечера. Останавливаясь только вот на готовку еды. Душа радуется, значит. Да. Это с детства у меня, я с 10 лет вяжу. Нам подсказывают, что наше эфирное время потихоньку заканчивается. А мы десерт не попробовали. Десерт, нет, десерт обязательно надо пробовать, Давайте. кстати. Холодненькое. Освежает. Такое, как мороженое. Да, практически как мороженое. Ой, очень вкусно. Да. Божественно. Светлана, еще раз спасибо, что были гостем. И у нас такая добрая традиция. Пожалуйста, на эту камеру Да. пожелания для наших телезрителей. Я вот начала наш эфир с того, что блюда у меня идут по принципу красное, зеленое. И передачу хочу закончить такими словами, обращаясь к этим же цветам, чтобы у всех зрителей был внутренний тормоз, и они вовремя могли остановиться, как красный цвет на светофоре. Но при этом не забывать, что зеленый свет, он всегда есть, и пусть все ваши будут дороги всегда открытыми, и удача сопутствовала вам всегда и во всем. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была моя коллега Светлана Трофимова, автор и ведущая проекта «Мама» на телеканале Якутия-24. Светлана, еще раз вам спасибо, творческих успехов, Спасибо. всего Да. хорошего. Спасибо Семен большое. Тарбахов, я Петр Цепандин. На этом, друзья, мы с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда. Вкусно. Просто вкусно. Будьте здоровы, друзья. Да. До свидания.